Золотая Орда. Многие ученые считают ее настоящим бедствием, а другие уверяют, что она истинный локомотив прогресса. Многие уверены, что этой армии были не страшны ни крепостные стены, ни многокилометровые расстояния, а их конница суровыми зимами могла питаться буквально только снегом. Так что же из этого правда? Давайте олга и вместе распутаем эту паутину истории. Это как политический центр стыковки кочевой и оседлой цивилизации, так и зарождение новой культуры, нового этноса идет. Поэтому здесь очень много аспектов вопроса уходит, поэтому тут уже не час-другой надо говорить на эту тему. Мы постараемся уложиться чуть быстрее. И главный, самый часто возникающий вопрос при разговоре о Золотой Орде – как кочевники стали столь успешны в деле штурма крепостей? Отвечаем – тактика, логистика и готовность учиться. Начнем по порядку. Первый столб военной успешности Золотой Орды – тактика. Логично предположить, что степной народ, детей которого скакать на коне учили чуть ли не раньше, чем ходить, воевать привык иначе, чем люди, полагающиеся на мощь крепостных стен. Но этот минус золотоордынцы с лихвой окупали хитростью. Тактика была у них совершенно другая. Конечно, сначала идет разведка, полномасштабная разведка. Кто были разведчиками? Во-первых, это были купцы. Конечно, купцам было далеко до агентов-разведчиков, да и не был шпионаж их главной целью. Но благодаря торговле им открывались те двери, которые наглухо баррикадировались при приближении неприятеля. Они просто брали информацию местности. Какая местность, что надо иметь в виду. Это первое. Второе. Они тщательно обрабатывали свои действия. Помимо промышленного шпионажа, золотоордынские ханы применяли и психологическое оружие. Посадить кукол на запасных коней и разжечь пару сотен лишних костров, чтобы войско оказалось куда больше, чем оно есть на самом деле. Привязать ветки к хвостам коней, чтобы за пылевой завесой противник не мог определить ни число нападающих, ни их дислокацию, ни даже точное до них расстояние. И в этом пылевом облаке очень удобно было прятать главного врага любой крепости – стенобитное орудие. Китайские хроники, я опять обращаюсь к китайским хроникам, они пишут, они создавали, строили оружие, стенобитные. Но это было мобильное. Есть и были, наверное, и такие, которые разбирались. И здесь мы переходим к следующему золотоордынскому столпу – умению учиться и применять эти знания. В Китае Улус Джучи освоил стенобитное орудие. В Европе, столкнувшись впервые с чумой, изобрел биологическое оружие, начав забрасывать тела погибших от этой болезни за стены осаждаемых городов. Кочевник в любой местности, он сначала ведет разведку тщательную, все рассчитает и следом идет основное войско. Логистика у кочевого войска была выстроена на 5 с плюсом. Разведотряд шел впереди, примерно в 9 часах пути, исследовал территорию, прокладывал путь и даже оставлял готовиться провиант. Бараний желудок с зашитым в него бараньим же мясом закапывали в землю среди тлеющих углей, и через 12 часов ужин готов. Основное войско не тратило ни лишних сил, ни времени. У кочевников, поскольку они всегда кочуют, все при себе имеется. Те же, если взять лошадь или верблюд, они подножным кормом кормятся. Их не надо специально, не надо для них специально возить сено или еще корм какой-то. Нет. Просто пустить в поле, и они сами добывают себе еду. Даже зимой? Даже зимой. Удивительным было и отношение золотоордынцев к иноверцам. На захваченных ими территориях не то что не было гонений христианства, в это время церковь была полностью освобождена от налогов. Чингисхан, он религию прежде всего ставил. Почему? У него есть такое слово – «займи душу». Тело никуда не убежит. А душа в чем была? Душа религию требовала. Поэтому была политика у кочевников. Религию не трогать. Купцов, людей торгующих, не трогать. Даже если война идет.
Логично, что любой завоевательский поход – это прежде всего военное предприятие, а война – это всегда жертвы. Но, как доказало время, история народов не может быть только белой или только черной. Она настолько разнообразна, что порой не хватает целой палитры красок и многотомных трудов, чтобы полностью ее пересказать. Любой тезис имеет под собой определенные основания и предпосылки. Поэтому в этой части не так страшны или опасны оценочные вещи, которые могут отображать какой-то негатив. Крайне опасно, когда ты не знаешь позитива.